Если говорить про профессию журналиста, то очень часто горячие новости с места событий попадают в информационные выпуски. А вот пожарные очень редко становятся героями новостей или газетных полос, хотя их работа одна из самых опасных в мире. Сегодняшний день я проведу вместе с этими людьми, чтобы узнать, почему они выбрали эту профессию. Профессию, на которой не принято говорить «сгорел на работе» и на которой каждый день приходится рисковать собственной жизнью, чтобы спасать чужие. Бойцы, Тектор, потом глаза, екі чай, шишасын пересап қатырызда баянды алып жүрмес как не жалдыры. Алмасына баянды. Пожарный караул заступает на смену в 9:00. Она продлится ровно сутки. После этого смена уходит на 3-дневный отдых. Караул в постоянной боеготовности. В любой момент подразделение готово одеть боевки, сесть в машины и умчаться на вызов. Изучать профессию пожарного мне предстоит в специализированном отряде номер 1. Здесь сосредоточена самая современная техника и работают профессионалы своего дела. С огнеборцами я проведу 1 день. Обычно новичкам дается порядка 2 недель для ознакомления с профессией. Конечно, за это время многому не научишься, зато будет возможность понять, нужна ли тебе такая работа. Когда пришел молодым, мне, в первую очередь, нравилась профессия водителя. Во-вторых, когда поступил на службу в пожарную охрану, было очень интересно. Во-первых, новое оборудование, машины, расширять свой кругозор и плюс обучение. На одном пожаре был случай, что производили спасание людей на 4-м этаже. И так получилось, что к нам поступила неверная информация. Прибыли сначала просто автоцистерны. Лестница вызвали намного позже, так как была неверная информация. В итоге нашему одному сотруднику пришлось взять ребенка. Он вылез с окна, висел на одной руке, пока подоспела наша автолестница. И спас ребенка. Утро выдалось спокойным, но караул все равно тренируются. Бойцы надевают снаряжение, в части проводится боевая подготовка. В среднем норматив по надеванию боевки у пожарных составляет 21 секунду. Я не остался в стороне и тоже попробовал выполнить норму. Начкар, учитывая мою неподготовленность, сделал снисхождение, дав мне целых 3 минуты. Марш! Получается, что известное выражение «пожарный должен одеться, пока горит спичка» не соответствует действительности. Горит она больше 40 секунд, а опытному пожарному столько времени не требуется. Нормативті орындауға кіріс. Боевое снаряжение шьют из термостойких тканей со специальным покрытием. Такая одежда может выдержать воздействие температуры до 300 градусов, но только в течение 5 минут. Весит боевая одежда немало, особенно с учетом крепкого ремня и топора. С непривычки в таком снаряжении даже передвигаться неудобно. Но тяжелое боевое обмундирование далеко не самое тяжелое в работе пожарного. И расскажет нам об этом руководитель специального отряда, пожарный с многолетним стажем, который видел множество ЧП. Трудность всегда есть. Например, пожарный, если на 9-м этаже квартира горит, звено ГДД заходит, не зная, что там и что произойдет в ближайшее время. Да? Трудность в этом заключается. Не знаем мы, куда идем.
неизвестность, да, неизвестность. В работе пожарного должна быть и доля здорового цинизма, как у врачей и полицейских. Пожарные считают, что излишняя сентиментальность может нанести вред. Если на такой работе принимать все близко к сердцу, то можно сойти с ума. Огнеборцы знают, о чем говорят. За плечами каждого из этих людей десятки, а то и сотни различных пожаров. Но никто из них не боится трудностей. Ашамыз. Бізде қандай аппаратура бар мықты бәрі. Аппараттар бар. Солярку өлшеймін. Это ОСА-20. Аббревиатура расшифровывается как аварийно-спасательный автомобиль. Машина предназначена для проведения спасательных работ, освещения мест пожара и поднятия грузов с помощью крана. Дополнительную мощность обеспечивает генератор мощностью 20 киловатт. Здесь у нас находится щит на контроль, когда при включении генератора мы наблюдаем здесь вырабатываемый ток и частоту показывает он. Могу сразу тут подсоединить вот по выходам вот здесь 4 прожектора, 4 линии могу пустить, а одновременно 4 прожектора включить. Дополнительно также могу мачту поднять, на мачту соединить 2 прожектора и мачту поднять, она высота где-то 3 метра еще добавится. Особая тема – звено газодымозащиты. Это пожарная разведка, своеобразный спецназ, который идет в огонь первым. От полученных ими данных зависит успешное тушение. Сюда берут самых крепких и выносливых. Сейчас прапорщик газодымозащитной службы Марат Мустафаев проверяет, насколько опустели баллоны. Кстати, внутри сжатый воздух, а не кислород, как думают некоторые. Ауа қысымы 300 болды. Компрессор тоқтатып, қазір енді баллондарды өздерінің орнына қоямыз. Бұл компрессор негізі 400-ге шын ұра біледі. Бізге енді өзіміздің жұмыс неміз 300 болған екен, 300 қысым ұреміз баллондарға. Енді міне осы тола баллондарды жігіттер өртке шығатын кезде или өрттен кейін кезде баллондарын ешқандай несіз өздері ауыстырып не қыла береді. Біздің өзімізде қазір 65 баллонымыз бар, 40 шақты қосымша баллондарымыз бар, көліктегі баллондар бар. Газодымозащитный комплект, проверенный и заполненный, находится в машинах. Вообще, современный пожарный автомобиль буквально забит разнообразными инструментами. Они позволяют работать в самых различных условиях и открывать любые двери. В спецотряде находится специальное оборудование фирмы Халматра. Это специальные гидравлические ножницы, зажимы, домкраты. Они используются при аварийно-спасательных работах. Если нужно разрезать толстый металл, провод, или даже когда бетонные плиты, разрушения идут, там находится толстая арматура, которая препятствует доступу, спасению людей. Чтобы перерезать такую толстую арматуру, используются вот такие ножницы. Здесь мы видим тоже, это идет гидравлический домкрат. Сами знаете, что у нас очень много на дорогах происходит аварий, где попадают люди в зажатом положении в машине. Если добраться невозможно, мы используем это оборудование. То есть при разрезании металла, чтобы его разогнуть, распрямить и вытащить людей, используется вот такой гидравлический домкрат. Также имеются зажимы и разжимы. А он может как вырезать металл, так и разжимать металл. Помимо этого тоже используется, когда сейчас, знаете, многие ставят металлические двери, у кого-то дети остаются в квартире, закрываются. Используется вот это, зажимы-разжимы, чтобы скрыть металлические двери и добраться, был доступ в квартиры. Также имеется механический зажим и разжим. То есть это уже нам не обязательно использовать спецоборудование, можем брать только этот разжим и работать с ним вручную в труднодоступных местах.
Ну а так, в принципе, очень хорошее, удобное и практичное оборудование. До обеда сирена в части молчит. Караул ведет повседневную жизнь. Учится, обедает, отдыхает. Пожарному совсем не обязательно сидеть, не смыкая глаз. Главное, с любого положения быстро отправиться на вызов. Техника. В моменты пожара не проспишь. Всегда должна быть ответственность. Даже в случае, если спишь, то ты все равно ждешь. Но что делать? Работа у нас такая. В каждой пожарной части есть истории о тех, кто больше уже не вернется с вызова. Память о таких людях передается из поколения в поколение. Один из таких людей – Жулдызбек Есенгалиев. Он погиб во время исполнения служебного долга на территории одного из предприятий Шымкента. Пожарная. Загорание комнаты. Все поняла, 2 отделения отправляю. 701, 702. Время 10:31. Следуйте на пожар. Улица Аскарова, дом 5, квартира 185. Загорание на 3-м этаже. При следовании к месту вызова будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, прибытие сообщайте. По прибытии соблюдайте технику безопасности, как поняли. 701 ближайший пожарный гидрант расположен во дворе дома 5 по улице Аскарова. Тревога учебная, организованная специально для нашего канала. На тушении реального пожара я так и не побывал, и это хорошо. Значит, в этот день никто не пострадал, не погиб и не лишился своего имущества. Но день, проведенный среди настоящих пожарных, оставил понимание того, что на страже пожарной безопасности города стоят те, в ком можно быть уверенным. У каждого из этих обычных, на первый взгляд, ребят были свои победы и трагедии на горячей работе. Моменты, которые оставили неизгладимый след на их судьбах и мировоззрении. Но все они горды за свою профессию, работу, которую можно делать хорошо только в команде.